Ассалаумағалейкум қазақ елі. Осы шығарылымды бастамас бұрын өткен бейнероликті көріп, қазақ информ арнасына қаржылай көмек көрсеткен азаматтарға алғыс білдіргім кеп тұр. Еліміз аман болып, жаратқан иеміз жанұяларыңызға бай дәулет, бақыт, құт береке әкелсін бауырлар. Баршаңызға мыңда бір рахмет. Еще раз всем спасибо за оказанную финансовую поддержку канала. Мы будем стараться работать продуктивнее на благо нашей Родины. Реквизиты для финансовой помощи у вас на экранах. Также хочу отдельно поблагодарить украинский народ, их блогеров и общественников за своевременную помощь в выявлении врагов нашего народа. Благодаря их деятельности заявления шовинистически настроенных элементов, проживающих в нашей стране, были публично обнародованы. Что ж, со вступлением закончили, и давайте вернемся к Кирюше из Рудного. Согласно постановлению, срок административного ареста в отношении Кирилла Божка сегодня, 27 сентября, истекает, и он должен быть выпущен на свободу. Однако информации по данному вопросу пока немного, и все, что стало известно, это то, что все-таки на Лысого завели уголовное дело за разжигание межнациональной вражды. Как будут дела обстоять далее, будем наблюдать. Идем дальше. В моем предыдущем видео о Кирилле Божко многие русскоязычные граждане в комментариях не то чтобы больше осуждали Кирюшу, а скорее пытались отвести от себя последствия тени его слов. Кто-то даже начал обвинять украинцев, мол, какие нехорошие, хотят тут настроить казахов против русских. Как это сделал Владимир Божко, действующий мажилисмен Казахстана, который, к слову, с 22 сентября 2016 года является председателем объединения юридических лиц Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана. Я думаю, не нужно говорить, что это за элемент. Само наличие подобной организации в Казахстане – это такой позор, казахтар. Это все равно, что если бы в России функционировала организация под названием Ассоциация чингизидов, тюрок-золотоордынцев и собирателей даний. Как наше правительство допускает такое кощунство? Ай, да ладно, это уже отдельная тема. Вернемся к Владимиру Божко и русскоязычным комментаторам. Помните, как Владимир Карпович во время одной из своих пламенных речей заявил, что казахстанцам нужно думать мозгами, и только из-за «извините» нужно встать на колени и поблагодарить государство. А кто этого не делает, загонять в стойло всем скопом. Вот такой вот у нас дядя Вова. Мало того, что однофамильцы с Кирюшей, так у него еще такая же гнилая натура, как у его собрата-примата. Теперь, собственно, комментарии русскоязычных казахстанцев. Вот все как один пишут, что из одного урода не нужно обвинять всю нацию. Ну, во-первых, он далеко не один. Во-вторых, их очень много. Захочет Путин забрать, например, часть северных областей Казахстана. Что вы будете делать? Я буду рад. Рады будем. Вы поддержите это решение, да? Да, конечно. Конечно. Но почему ты будешь воевать против Казахстана? Потому что... А что мне Казахстан хорошего сделал? А у нас в Каждому подсознании Россия наша тоже столица. Только это в подсознании. Я задал конкретный как вопрос. вас. Если завтра господин Путин захочет провести военную операцию против Казахстана, подобную тому, как он провел в Крыму, Если я объявит тебе хочу какое-то там сказать, государство, если взять север Казахстана, загонит который ближе к зеленых России, человечков. они все скажут за. Говорят, что нет плохих национальностей, есть плохие люди и так далее. Не спорю. Есть даже такие хитрецы, которые говорят, мол, у него фамилия на О заканчивается, дескать, он украинец. Вот, мол, украинцев и обвиняйте, а не русских. Но эта игра двойных стандартов нам очень хорошо известна. Как только речь заходит о подобных инцидентах, так он сразу не русский. А как хвалиться достижениями, допустим, того же Федора Емельяненко, так все сразу орут «русский богатырь», «последний император» и так далее. Что-то в тот момент никто не вспоминает, что у него фамилия на О заканчивается. Дело тут даже не в самой национальности, а в воспитании. Эти люди, как и десятки тысяч других, воспитаны в духе русского империализма. Мы вам тут все понастроили, это наша земля, да мы вам тут целину поднимали.
Отсюда и исходит весь этот шовинизм и, как следствие, сепаратизм. Русификация Казахстана продолжалась вплоть до 80-х годов 20 века. Освоение целины, эвакуация заводов в европейской части России во времена Второй мировой войны, наплыв русских, когда 1960-е, 70-е годы в Казахстане нашли полезные ископаемые. В настоящее время в стране проживает более 3,5 миллионов русских. Большинство из них не владеет казахским языком и идентифицирует себя скорее с Россией, чем с Казахстаном. Наибольшая концентрация этнических русских сосредоточена в северных регионах страны на границе с Российской Федерацией. В начале 90-х годов в этих регионах наблюдался всплеск российского сепаратизма. В 2000 году в городе Оскемен, или по-русски Усть-Каменогорск, за пророссийский сепаратистский заговор арестовали 13 человек. Так что, дорогие товарищи, ищите проблему в вашем воспитании, которое наполнено шовинизмом, и вы в качестве родителей очень часто уже с малых лет передаете своим детям эту надменность. А из школы я хочу убрать урок английского, он бесячий. Правильно, потому что что? Потому что в России нет места кому? Чуркам. Вообще-то американцам. Ну ладно, ты молодец. Но для вас всегда удобнее обвинить злобных американцев или украинцев в разжигании ненависти к русским. Мол, ироды проклятые мечтают дестабилизировать ситуацию в Казахстане и бла-бла-бла. Над собой работайте, себя исправляйте, не перекладывая свою вину на других. И может тогда жизнь станет краше. Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет. И в завершении хотим сказать: слава Всевышнему! Еще один сепаратистски настроенный мутант сейчас находится под стражей. Ермек Тайчибеков задержан по подозрению в совершении уголовного преступления по статье «Разжигание розни». Поэтому запомните, товарищи ватники, все ваши сепаратистские устремления рано или поздно будут подавлены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео, делайте репосты и по возможности поддерживайте канал финансово. Аман сау, келесі көріскенше. Сау болыңыздар.